В эфире новости, в студии Анастасия Кобызева. Здравствуйте. Вот главные темы. Лесные пожары и переселение граждан стали главными темами встречи руководителя региона и главы Среднеколымского района. Подробности через несколько секунд. В Якутии разработали механизм распределения разрешений на охоту лимитированных видов животных. Любимое место отдыха в Хандыге после ремонта запустили фонтан на территории Центра спорта и культуры «Алроса». Для тушения лесных пожаров в Якутии специалисты Федеральной авиалесоохраны применили взрывной способ и метод искусственного вызывания осадков. К борьбе с огнем ежедневно привлекались от 2 до 3 тысяч парашютистов-десантников авиалесоохраны, работники наземных лесных служб и привлеченных лиц. От 300 до 400 единиц наземной лесопожарной техники, от 20 до 30 воздушных судов. Они применялись для заброски парашютистов-десантников, их оборудования и снаряжения на труднодоступные и удаленные пожары. На авиационном мониторинге лесопожарной обстановки и координации работы на земле ежедневно привлекались от 35 до 70 воздушных судов, арендованных авиалесоохраной у местных авиакомпаний. Об этом сообщает пресс-служба Федеральной авиалесоохраны. На сегодняшний день в Якутии тушат 20 пожаров на общей площади, пройденной огнем, около 3000 гектаров. Сейчас что надо ждать, учитывая то, что наступает период сбора ягод, грибов и, соответственно, не за горами охотничный сезон. Соответственно, надо принять меры по предотвращению возникновения лесных пожаров. Буквально за вчерашний день возникло 6 лесных пожаров, и все по вине населения. Теперь к последним данным оперативного штаба Якутии по противодействию коронавирусной инфекции. 60 новых случаев COVID-19 выявили в регионе за сутки. По-прежнему больше всего заболевших в Якутске – 53 человека. Также и новые случаи выявлены в Алданском, Амгинском, Ленском, Нюрнгринском, Сунтарском, Хангаласском и Чурапчинском районах. За минувшие сутки зарегистрировано 2 летальных случая. Необходимо обратить внимание на то, что в настоящий момент вирус сам уходит у нас не просто в районы, а уходит в дальние поселения. Поэтому сегодня у нас появился новый этап работы республиканского штаба, не только взаимодействия с районными оперативными штабами, а и с оперативными штабами на местах. При выявлении случаев в конкретных поселениях главы муниципальных образований должны принимать все меры поселенческого уровня для того, чтобы непосредственно граждане более усиленно соблюдали санитарно-эпидемиологические правила и помощи нашим медицинским работникам и санитарным врачам по выявлению и изоляции контактных лиц. Лесные пожары и переселение граждан в Среднеколымском районе стали главными темами встречи руководителя региона Айсена Николаева и главы муниципального образования Евгения Слепцова. Огненная стихия представляла опасность поселку Лобое, селам Алика-Кюэль, Сватай и Эбях. Сегодня эти пожары локализованы, угрозы населенным пунктам нет. Также, как рассказал Евгений Слепцов, в этом году более 30 семей получат денежную компенсацию на приобретение нового жилья, еще 3 семьи – квартиры в каменном доме. В течение 5 лет в районе планируют переселить более 820 человек. Это примерно 300 семей. Подводя итоги встречи, Айсен Николаев поручил главе района держать вопросы тушения лесных пожаров на особом контроле. Также руководитель региона указал большое внимание уделить строительству жилья. На протяжении 23 лет акционерная компания «Алроса» выплачивает дивиденды районам Алмазной провинции. О сумме средств, поступивших в районные бюджеты в предыдущие годы, и о том, повлияла ли эпидемия коронавируса на алмазную промышленность и выплаты дивидендов, узнавала Марферина Алексеева. Акционерная компания «Алроса» начала выплачивать дивиденды районам Алмазной провинции в 1996 году. В состав так называемой Алмазной провинции входят 8 районов – Мирнинский, Ленский, Нерубинский, Сунтарский, Вилюйский и Верхневилюйский, Оленёкский и Анабарский улусы. Каждый район имеет по 1% от акций «Алроса». В 2010 году размер дивидендов для каждого района составлял 18 миллионов 300 тысяч рублей, а уже спустя 8 лет сумма увеличилась в 40 раз. Таким образом, в 2018-м каждый район получил по 740 миллионов рублей. Это было связано, конечно, с повышением и производственной, и финансовой эффективности. Повлияла ситуация конъюнктуры мирового рынка, много факторов, но в целом то, что
Компания, если получает большие прибыли, это очень выгодно для наших районов. И, условно говоря, снижение затрат, увеличение доходной части, все это мы, все районы кровно заинтересованы в эффективной работе компании. Объемы реализации сырья – это ключевой фактор, влияющий на прибыль компании. В прошлом году на мировом алмазном рынке понизился спрос на бриллиантовую продукцию. Поэтому объем продаж сырья оказался ниже добычи. В текущем году ситуацию усугубила пандемия коронавируса. А снижение прибыли – это сокращение дивидендов. Сегодня фактически весь мир озабочен масками, лекарственными средствами, вакцинами. И самые крупнейшие покупатели ювелирных изделий сегодня они стоят, и реализации там нет. Очень сложная ситуация у нас по 2020 году. По итогам 2020 года какая ситуация будет, мы сейчас сложно нам прогнозировать. К 2019 году это будет очень серьезное снижение, но дивиденды они получат. По 2020 году будет видно по итогам финансового года, по каким результатам компания выйдет. На что вкладывают средства от дивидендов, компания не прослеживает. Утверждением этих расходов занимается районный совет. Однако компания имеет отдельные договора о социально-экономическом развитии с Нюрбинским и Оленёкским районами. В рамках этих договоров районы получают дополнительные средства. По Нюрбе мы выплачиваем в год 324,5 миллиона рублей. Оленёкский район получает 100 миллионов рублей в год. И да, и там мы видим, куда они тратят, потому что это уже договорные отношения. И, соответственно, в соответствии с договором они дают нам информацию, куда они направили эти деньги. Благодаря сотрудничеству с «Алросом» в населенных пунктах алмазной провинции ежегодно повышается качество жизни населения. Средства, поступающие от дивидендов компании, являются тем подспорьем, которое помогает районам развиваться в ускоренном темпе. Для «Алроса» Якутия является родной республикой, и компания заинтересована в ее развитии. После выхода из кризиса, как восстановится производство и рынок, «Алроса» продолжит свою работу во благо всех якутян. Марфирина Алексеева, Артем Алексеев, Мирный. В Якутии разработали механизм распределения разрешений на охоту лимитированных видов животных. Так, с этого года обладателя лицензии на охоту парнокопытных и медведя будет определять генератор случайных чисел. По словам представителей Департамента охотничьего хозяйства, такой способ намного упростит механизм выдачи разрешений. Стоит отметить, что раньше охотники получали разрешение в режиме живой очереди, позже ввели электронную очередь. Помимо генератора случайных чисел, есть еще два типа распределения. Первый – в муниципальных образованиях по решению районной комиссии. Второй – внеочередное распределение лицам, участвующим в мероприятиях по сохранению охотничьих ресурсов. Распределение с использованием портала государственных и муниципальных услуг Республики Саха-Якутия. Сбор заявок осуществлялся именно на этом портале, а также выдача разрешений тоже осуществляется через этот портал. То есть через этот портал осуществляется прием на получение разрешений. Это уже более современный цивилизованный метод, который намного облегчает для жителей республики механизм выдачи разрешений. В дальнейшем еще будет усовершенствоваться. Между тем начался прием заявок на право заключения договора о предоставлении рыболовного участка. С документацией можно ознакомиться на официальном сайте Министерства экологии, природопользования и лесного хозяйства Якутии. Договор пользования рыболовным участком для осуществления промышленного рыболовства заключается на 20 лет. Прием заявок завершится 10 сентября этого года. Более 5000 детей в Якутске пойдут в первые классы в этом учебном году. Открыто 12 дополнительных первых классов: СОШ номер 16, Саха-Корейской школе, АИК-ИГАТА, Саха-гимназии и других общеобразовательных учреждениях. По информации Управления образования администрации города, приемная кампания в первые классы продлится до 5 сентября. Сейчас ведутся работы по поиску подходящих помещений, зданий для размещения детей школьного возраста. Самыми загруженными школами города Якутска являются городская классическая гимназия. Не попавшие в данную школу были направлены в 26-ю школу и в школу номер 3. Также ситуация по 17-й школе. Там открыты всего на следующий учебный год 2 класса. Не попавшие в 17-ю школу направляются в 3-ю школу, и классы дополнительно будут открываться в количестве 2 штук во Дворце детства.
Восьмигранную деревянную юрту 19 века отреставрировали в Татинском районе. Деньги на эти цели выделило якутское отделение налоговой службы России, а бригада дизайн-студии «Уран» выполнила все работы за 2,5 месяца. Напомню, что в прошлом году в рамках акции сохранения памятников на личные средства главы Якутии Айсена Николаева была восстановлена мельница-топчанка. Возрождение памятников архитектуры продолжается. В сентябре этого года восстановят еще один объект Черкесского историко-мемориального музея. Мы должны прибрать всю эту территорию, скосить траву возле каждого объекта. И мы берем на себя, скажем, один объект, это юрта Балаган Трощанского. Да? Мы ее должны полностью восстановить. Именно люди собрались и вот сами и за счет своего энтузиазма должны сделать такое дело. И хотелось бы, чтобы это движение было не только вот на этом остановилось, а мы даем толчок, чтобы по всей республике пошло это движение. Мы планируем, чтобы вот эти вот объекты, музеи под открытым небом, они получили вторую жизнь. И чтобы здесь туристы приезжали не на 2 часа, а, скажем, на 2 дня, на 3 дня, здесь могли жить, скажем, да, вот. А в Хандыге после ремонта запустили фонтан, установленный на территории Центра спорта и культуры «Алроса». Это оборудованная зона отдыха, одна из излюбленных мест для жителей и гостей районного центра Тампонского района. Подробности далее. Первый фонтан в Хандыге в рамках плана благоустройства поселка был торжественно открыт в июне 2017 года. Тогда же благоустроена территория, установлены скамейки, урны. И хотя фонтан с подсветкой радовал жителей, но довольно скоро он стал своеобразным бассейном для детишек. За 3 года его дважды ремонтировали. И, наконец, в августе этого года фонтан вновь заработал. Сегодня мы ставили насос, на проб, да? Так завтра уже на фигуру, там, куколки есть, там будем ставить. У нас здесь всего работало 4 человека. 4 дня, 5 дней, вот так они работали. В этот раз затраты на фонтан из средств поселкового бюджета минимальные. Проведены бетонные работы, приобретен недорогой насос. Это самое излюбленное место прогулок для детей, для хандыгчан наших. Это здесь Центр спорта и культуры «Алроса». Просто в этом году в связи с коронавирусной инфекцией здесь располагается одно из лечебных заведений, поэтому здесь немножко пустовато. Но в день открытия фонтана здесь было очень много детей, но и они вечером ходят. Сейчас главное, чтобы жители берегли зону отдыха. И не только фонтан, но и скамейки, цветы, деревья, под тенью которых отдыхают взрослые и дети. Александр Тиянич, Хандыга, Тампонский район. К этой минуте у меня пока вся информация. Еще больше новостей на наших официальных сайтах як24.ру и nvk-online.ru. Не переключайтесь.